Давайте по Остинской эстраде тоже чуть пройдемся. Чуть-чуть. Как хочешь. Я даже так и начну. Я начну с того, что есть Остинская эстрада, а есть Остинская музыка. Добрый день, мы в редакции «Крыльев» и записываем наш очередной подкаст. И сегодня мы будем говорить об осетинской музыке. Со мной обсуждать этот феномен будут Олег Ходов, художественный руководитель Национального оркестра Госфилармонии, и музыкант Таймураз Берости. И я бы хотел начать с такой непростой темы, как на мой взгляд, сейчас есть спрос и запрос, точнее, на национальную музыку. Да? То есть я вижу, все больше и больше людей начинают погружаться в это, интересоваться. Но опять же, я человек со стороны, а непосредственно вы видите этот запрос, или это просто небольшой всплеск интереса и все? Ну, не знаю, наверное, я чуть-чуть утерял эту нить уже, потому что я работаю в хоре национальной песни у Ольги Джанаевой, и каждый день варюсь в этом соку, и мне трудно рассуждать об этом, есть ли спрос. Возможно, если бы я работал в другой сфере, я бы более остро как-то это ощущал, понимал. Я думаю, спрос на национальную музыку есть всегда, но спрос на какую национальную музыку, в этом вопрос. Ну, вы создаете именно плоть от плоти национальную музыку, да? У вас на определенных инструментах вы производите определенного рода контент. Непосредственно у себя в национальном оркестре вы видите, что люди больше интересуются, готовы больше приходить. Может быть, инвесторы появились какие-то, или это все как-то? Качественная музыка, она всегда бывала, как говорится, в спросе. По крайней мере, когда мы даем в учебных заведениях концерты, молодые люди интересуются и спрашивают, откуда, что и как. Это другой вопрос, как идет пропаганда и как она вообще идет. Ведь народная музыка, она остается в народе. Но если не заинтересованы и вышестоящие, да, чтобы сохранить и развивать это, а это оно само по себе и так разовьется, но какими шагами. И в какую сторону? И в какую сторону, да. Я думаю, что ваш оркестр все-таки должен выступать как такой локомотив, потому что если мы просто ставим народную музыку сейчас, то, я могу ошибаться, она превратится в какие-то такие дикие пляски псевдокавказские, которые у нас любят, украду тебя в ночь, любимая, эта вся лютая дичь, как я это называю. Естественно, базируясь на фольклоре, да, и это дело улучшая его, да, и развивая, то есть и другие течения, да, типа недопонятость или слышали звон, но не знаю где, побыстрее, то есть чтобы как-то привлечь все внимание, при этом не разбирая, что это дело. А во фольклоре, чисто фольклор, да, разбирать, то любого народа, любая мелодия, любая песня, она стоит на своем месте. Так получается, что если мы говорим о настоящей национальной музыке, к ней же человек должен быть подготовлен. Естественно, потому что все идет у нас от традиции, обычаи, да, от обрядов. Если когда мы говорим, это лишнее, то там это уже и сопровождающий тот или иной обряд, да, та или иная мелодия, она уже становится лишней, потому что она уже не идет в обиходе того или иного народа. Сейчас конкретно не говорю за каждого, то есть в общем. Я, например, сейчас заметил, у наших соседей адыгов, да, стали очень популярны песни. Они очень тяжело их воспринимать на слух, но, например, есть песня, которая она выступала как в свое время анестезия, да, когда человек раненый был, ему надо было срочно перевязать ногу, ее использовали как анестезию. И она сейчас стала очень популярна. Я как понимаю, и остинские песни, каждая имеет свое место в быту или в жизни, да, то есть ее просто так не пели, она была к чему-то всегда. Но, к сожалению, я не вижу того, чтобы это было представлено именно хорошо, да, то есть я понимаю, что есть люди, которые производят эту музыку, есть, может, какое-то госфинансирование, но нету дистрибуции этого всего в народ. Все у каждого народа есть. Просто нужно ли оно, или применимо. Видимо, нога не болит, или там не надо замаливать. Тоже правда. Не нуждаемся в этом. Я бы
высказал свою точку зрения насчет народной музыки. Все-таки, Олег, не соглашусь немножко с тобой, что у нас народная музыка, она есть, где и положено, потому что все-таки какие-то обрядовые вещи, какие-то песни героические, они в свое время вышли из народа, то есть из быта, из там, ну, наверное, в советское время они должны были звучать на кухнях. Сегодня они не звучат ни дома, ни где-то, то есть в народе их нету. Там сегодняшнее музицирование народное в какой-то степени нам заменяет просто прослушивание музыки. То есть сам процесс музицирования заменился на прослушивание музыки. И вот это, мне кажется, определяющий фактор, потому что народная музыка должна исходить из народа, то есть из кухни, где-то там в селе, из кабиса какого-то, а потом уже попадать в поле зрения профессионалов. Профессионалы должны на этом материале делать что-то очень крутое, очень вкусное. И вот у нас на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, вот именно вот этого пласта в должной мере нет. Ну, я с тобой соглашусь, потому что у меня близкий друг абазин, и он мне часто говорил: Алик, ты не представляешь, какие абазинские застолья веселые. Что конкретно? Он говорит: понимаешь, у нас за застольями петь начинают. И я попал за такое застолье, и там, правда, вот ни с того ни с сего, ну вот пошла песня, причем она так подхватывалась, и это было очень так неожиданно. И я знаю, что вот у кабардинцев тоже вот до сих пор это сохранилось. И вплоть до того, что нардские сказания вот в музыкальном стиле передаются, там маленькие дети бегают, они вот впитывают в себя. Но у нас, к сожалению, этого нету. Ну, как я понимаю, у нас когда-то это было, просто в момент исчезло. Я думаю, что это начало исчезать в советское время, когда песни выносились в сельские клубы, когда вот реальный там живой сказитель, да, Хаджумар Сабанти, вот он реально человек из народа, он эти песни не где-то в музыкальной школе на уроке сольфеджио выучил, а он слышал от своих старших, как он нам сам и рассказывал, да, вот старшие пели где-то там, кофт какой-то был в Дигории, и вот он научился с детства, он в 12-летнем возрасте уже мог петь эту песню, вот, например, тот же Аца Мазика Данга. И позже он уже как бы стал петь, наверное, в сельских клубах, но когда эти песни попадали в сельские клубы, возьмем, например, какой-нибудь кадок, да, который идет там 19 минут, 20 минут, для сельских каких-то концертов это очень много. Обрезается песня, обрезается кадок, остается 3-4 куплета. Позже эти 3-4 куплета, может быть, в лучшем случае записывается где-то на какой-то студии. И уже в записи остаются вот эти 3-4 куплета, а начало песни, конец песни забывается. Самый главный вопрос, для чего мы это делаем? Вот раньше это было живое застолье, когда люди могли общаться, во время общения они могли в той же музыкальной форме пересказать там какую-то поэму там, о Чермени, о ком угодно. Да. А сегодня для чего мы это делаем? Для того, чтобы выступить на сцене. Соответственно, мы не можем петь 19 минут. То есть это музыка из народной стала сценической? Да, то же самое и с танцами. Ну, смотри, ну вот ты очень важный момент затронул. Ты сказал, зачем эта музыка нам нужна, зачем это делалось, пели. И я вот как раз вот у Бзарова недавно в книге прочитал, что вот кадаги, вот эти песни, да, народные, это была попытка передать, как он называет, это синкретическая правда. То есть не правда, которая скрашена художественным вымыслом, а правда, как она есть. Она была очень часто не очень красивая, да, но это была как бы такая традиция, чтобы люди понимали то, что реально происходило. И то есть музыка, она обеспечивала передачу какого-то иногда серьезного политического контекста. Да?
вот современная традиционная музыка, она обеспечивает какой-то политический контекст, она отвечает на запросы людей. Там, ну, например, у нас же, почему Чермен стал таким, это был запрос на несправедливость, которая происходила, да? А вот сейчас музыка, она занимается этим? Любая музыка несет как бы какую-то информацию, да. Даже в частушках мы можем увидеть довольство или недовольство народа. Вот. Но в нынешнее время, да, вот, что у нас сейчас, мелодии, да, вот, песни, оно в основном идет в одном жанре, как бы любовно-лирического характера. Да, вот я, кстати, об этом. И все. Вот, например, вот те же самые трудовые, во-первых, где мы сейчас трудимся, да, у нас нету таких моментов, да, как если, например, не столь далеко, даже в 70-х, 80-х годах еще в селах имелось такой момент, как ЖИЛ, да, хотя бы на элементарно на покосах или вот на этих, то есть взаимопомощь, где там они имели быть, существовать, та или иная песня. Вот если мы возьмем, да, вот только вот «Живот ты жарок», да, все, кроме этого больше у нас трудовой больше ничего не было. Я думаю, Как что были, него да. было. Ну просто мы мало обращаем внимание, что легче, да, и что быстрее это запомнится и вынесется, и так сойдет, да, как бы, чтобы оно легко было и ярко запоминалось. Вот на этом мы больше концентрируем внимание и вот это больше исполняем, нежели на самом деле, да, где есть смысл. Ведь любовь, где смысл, там надо иметь мозги это понять, а кому-то это еще не дано, а кому-то это вообще не надо. И вот эта вот каша, вот этот ком нарастает в том, что оно уже отслаивается как какие-то слои. Музыка потихоньку становится исключительно развлекающей целью. Естественно. Да, Я к всегда сожалению. говорю, как говорится, человечество, как от его рождения по сей день мотивируется двумя моментами: хлебом и зрелищем. А это хлебо и зрелище мы можем называть как угодно. Там работа, там хобби, там, либо любовь. Все. Но если мы вот вернемся к нашим предкам, да, например, один из мотивов, почему Тулатовы хотели убить Чермена, потому что ну, в народе уже пошли вот эти песни, в которых ну, говорилось, что Чермен прогнул Возданов Тулатовых и заставил себе Кавдасару выделить землю. И они ну, вот, не могли это терпеть, терпели 2 года, потом решили его убить. Это из одной версии. Пошатнул столб такой, как да, бы, то есть, это как его неприкасаемый. ну, то есть музыка, она, как сказать, музыка шатала трубу, понимаете, то есть она реально заставляла. А сейчас этого вот, ну, не хватает этого, хочется, но не хватает. Вот, и поэтому «Крысиная стая», вот песня, которая на стихи Маурава, как я понимаю, ты спел, она именно, ну, это же очень сильно, вот особенно последние фразы этой песни, где говорится о том, что наступили темные времена в Осетии, да, и пора выгнать крысиную стаю. Саютам балтама валыштарам рива тонесах. Шиштам валама ашық даканам вырытай нажах. Ну это прямо революционная песня, понимаешь? И ну не хватает этого. Где Ну, кому они? не хватает, кому вот. Ну мне не хватает. Ну ты последний человек за, ну, не знаю, сколько лет прошло, да, со смерти Маурава, который вообще говорит об этой песне. И, возможно, один из немногих, которые просто вслушались там в этот текст. Если Алик Пухаев в 2019 году говорит об этой песне, а до этого, по большому счету, никто не говорил об этой песне, значит, она не актуальна все-таки. Ну я тебе знаешь, как скажу, знаете в чем прелесть музыки? Вот эту песню мог написать, в каком году написал ее? В 2000... Ну, 14-13. 2014 год, да даже в 2010, раньше, да. Это, она написана, она уже есть. Вот знаешь, вот написано не вырубишь топором. Она есть, и в какой-то момент мне ее вот показывают. Я встречаю, и не то, что я не говорю, они говорят на самом деле, просто между собой перекидываются. Вот эту песню мне человек 5 перекинуло еще ну, в течение последних 2 лет. Если они не дают мотивации, если они ражен гадку на кона, да, какая надо вести какое-то действие. Даже возьмем простую песню, Айшая, она же к какому-то действию. Ну.
И это мы с удовольствием это действие сопровождаем. Ну, да? потому что Айша, она же это простое действие. Тут от тебя не Ну, требуется все морального... простого, а там тоже ничего сложного. Просто встань и спроси. Ну, За вот, то, что ты это недополучил или там это стакушу цумиканут. Просто. Ну, это же сложнее, чем творение великого Творца. ну, Это вот к тому, что вот это феномен этой песни, да, и вот аплодисменты, и вот как этого недавно вот Салам, Великая сеть, ой, Дружная сеть, вот эта песня недавно, которую кто ее успел, я не знаю. Ислам Итляшев, по-моему. Да, ну ты понимаешь, весь Кавказ подхватил, слушал. Ну, знаешь, я тебе что скажу. Проблема в том, что есть музыка вот простая, это простое, а эта музыка, понимаешь, я начинаю злиться, когда люди, одеваясь в, знаете, это, я не могу назвать это астинским костюмом, потому что он с рюшечками какими-то, да, это какой-то карнавальный костюм. И они говорят, что мы производим национальную музыку. Ислам Итляшев, он не говорит, что он производит национальную музыку. Я произвожу музыку, она может быть несложная, но она зажигательная. Он без претензий это делает. А когда кто-то, вот, мне же говорят, когда я встречаю, вот Алик, это национальная, там, заслуженный там, музыкант сети или там, певец сети, я не знаю, как это называется. И я вижу вот эти рюшки, вот это все, и вижу какую-то вот, ну, бытовуху. Да? А я думал, что национальная музыка, тем более астинская, она должна говорить о высоком, она должна предъявлять какие-то требования, понимаешь? И поэтому я понимаю, что у нас есть национальные... Времена он нравы. Времена он нравы, но все равно. У нас есть, например, национальные оркестры. Да? Я понимаю, что они производят серьезный контент. Но надо как-то зрителей в этот национальный оркестр затянуть. И вот это немного получилось у группы Кона, которая распалась. Понимаете? То есть вот эта музыка, на нее есть потребность, но нет ее дистрибуции до населения. Ну, дело в том, что это надо содержать. Да. Дело в, как это, 2-3 года, 5 лет, 10 лет ты будешь этим заниматься на энтузиазме. А люди на самом деле, да, в душу вкладывают все, а нам элементарно негде записать это, чтобы выпустить в народ. Где? Пропаганда, то же самое, телевидение, почему не приглашают, почему не показывают, это же все же есть, все взаимосвязано. Я хотел сказать мысль, что получается, что национальная музыка сейчас не рентабельна. Она всегда, нет, музыка она всегда рентабельна, как говорят, да, вот от рождения до смерти даже сопровождаема с музыкой. Но ее какую подают? Ну, сложная музыка получается, потому что ты же говоришь о том, что негде записаться. Например, я знаю, когда вы в Кона пели, вы там работали на нескольких работах, чтобы просто как-то зарабатывать. Я же не ошибаюсь? Ну да, так и То было. Но я извиняюсь, перебью, я все-таки не считаю это главной проблемой. Экономику не считаешь? Она одна целом. из. Одна из. Я считаю ее главной проблемой, там, например, какого-то отдельного ансамбля, который что-то может, но ввиду бытовухи не делает. Но если мы говорим сейчас в целом о музыке осетинской, здесь все-таки другая проблема какая-то. Ну, я, например, когда вот узнал, что Кона распались, а это вот то, через что я к национальной музыке приобщился, да, мне было больно и неприятно. Получается, что я просто, вот эта мысль мне не нравится, когда часто говорят, что музыкант, творец, он должен быть голодным. Но есть же такая вот, что художник, он должен быть голодным. Нет, я не к этому, я с этим тоже не согласен. Ну, я вот конечно. кардинально с этим не согласен. Если мы сейчас будем говорить о музыке, которая тебе не нравится, да, ты вот заговорил про вот неприятную попсу. Да. Ну вот давай представим, что у этих людей появилось много денег, у них есть возможности. Они просто умножат на 2 свои произведения, свои записи, и просто они зальют конкретно вот уши Алика Пухаева, которому это не нравится. Потому что они будут заняты только вот этой музыкой. Здесь, все-таки я считаю, дело вкуса. Дело вкуса. Возможно, нужно больше поддерживать людей, у которых все-таки есть вкус, которые могут там одну и ту же народную музыку сделать
Кто-то сделает вкусно, кто-то не очень вкусно. Кто ее делает вкусно, тех поддерживать. Ну, то есть получается, что то, что у той музыки, то, что мы говорим про попса, что у них с экономикой проблем нет, я это понимаю. У них с экономикой нет проблем, потому что они простые. При том, при всем, вы понимаете, нравится нам либо нет, у них есть свой зритель. Да. И Да, они да, свою да. экономику, как говорится, этим и На, делают. ну, на них Да. ходят. То есть Как бы вообще я без претензий, дорогие Ради зрители, я ни в бога. коем случае не считаю тех, кто слушает эту музыку, плохими или какими-то. Нет. Ну, это у них свой Но выбор. если мы говорим о реально традиционной музыке, да, то она сложная. Ее вкус надо воспитывать, она становится элитарной музыкой. Потому что, например, вот я сейчас заметил, многие произведения, их часто обрезают ввиду того, что там вот длинно, там музыка в начале играется, это все слишком длинно. Надо сразу перейти к веселой части, где уже начинается вот это попури, та-та-та-та-та. То есть, а вот это в начальное, да, вот вхождение в музыку. Но я когда сажусь и слушаю, я понимаю, что мне не хватает, потому что вот это вводит тебя как в транс, тебя погружает в какую-то атмосферу, понимаете? Это как метафора какая-то, она делает эту музыку прекраснее. И вот на данный момент что мы можем сделать с тем, чтобы мы имели больше зрителей у настоящей традиционной музыки, которая наполнена смыслами, нежели пустой музыки. Больше пропаганды. Дело в том, что, понимаете, как бы мы сейчас бы это, да, если Хазарова и Кунарасова, если вкус и все прививаются дома. Большая часть. Как бы ребенок, воспитываясь в той или иной семье, он выбирает там, что там творится. А потом мы его в садик отдаем, да, это второй уже, там, школа, и пошло-поехало. Ну, я вот скажу, Оно что элементарно, ну, хотя бы в доме один раз, или как бы в неделю, или как, я не знаю, вот, кто как, у кого как, если она там не будет прослушиваться, то она и будет отторженной, как бы, тому ребенку. ну, я, во-первых, вот сейчас пытаюсь вспомнить, на уроках музыки в школе мы пели песни про Бухенвальд, пели какие-то патриотические песни, но я никогда не, чтобы остинские песни или остинскую музыку мы слушали, я этого не помню. Я могу ошибаться, этого не было. В семье, опять же, не могу сказать, что мы прослушивали остинскую музыку. В семье, вот я Нартыка читал, но остинской музыки не было. К остинской музыке, вот, знаете, как я дошел? Мне попалось японское хоровое пение, оно мне так сильно понравилось, потом я вдруг послушал Кона, я понял, что это очень близко похоже. И вот я туда уже перешел на национальную музыку. И в какой-то, ты знаешь, в какой-то момент, то есть уже студент, уже взрослый парень, в какой-то момент для тебя открывается твой народ заново, и ты думаешь, ничего себе. Ну, ты уже соприкоснулся с нартовским эпосом. Элементарно, если бы каждая семья еще прикасалась бы хотя бы, ну, элементарно, да, Костах и Тагуров. Стихи. Мы не будем, да, там брать наших всех. Сейчас спроси любого, да, вот о каких ты знаешь писателей, поэтов наших остинских, да. Вот, дежурные будут, вот три, которые как бы Костах и Тагуров, там Камал Ходов, там Засохов, Музафер. Алихана Тукаев. Тукаева мало. Ну, я думаю, что мало. То есть наших таких, да. И все. А до этого, что их не было, я не соглашусь все-таки с вами, опять же. Ну давай оппозиция рассказывай. Да, я буду сегодня оппозицией. Ну, А тут ничего нет оппозиционного. давайте теперь представим, что опять же те музыканты, ну, так, в негативном смысле, о которых мы говорим, я не думаю, что они, знаете, не сталкивались там с Костахи Тагуровым или с Булатом Гапоевичем, или там, не думаю, что они выросли там, знаешь, на Сиси Кетч или на какой-то там иностранной музыке. Ну, то есть не имею в виду, что там Сиси Кетч это плохо. Просто это те же самые люди, что воспитывают, что в школе проходили Додо, и что... Ну, то есть урок музыки, на котором ты пел про Бухенвальд, он был и для нас, и для них, и для всех одинаков. Просто кто как воспринял ее. Кто как воспринял, либо вот просто... ну, если тебе ее невкусно подали, естественно, там даже если будет... Дело вкуса, просто человек, если сидеть, это не если нужно человек не может делать какие-то хорошие аранжировки, будет. Не трогай. ну да, но как
как дать понять этому человеку, что он делает невкусные аранжировки, например? Как? Так он делает вкусные, прям под них есть хочется, понимаешь? Это музыка, под которую надо, извините меня за выражение, жрать, но не слушать. Я еще, знаешь, какой момент? Вот я слышу эти песни, да, ну они пустые, там, ну, там, мы там влюбились во что, ну там такой пустой смысл, это вот настолько ничтожное, да, и подается так, и ты слушаешь и думаешь, ну неужели они же на Остинском поют, они же, это тоже, наверное, у них какие-то наработки старые были, да, насчет этих песен, и ты думаешь, неужели мои предки не могли произвести контент, который, помимо того, про влюбленность и вот про эти все сентиментальные чувства, не поднимал какие-то очень серьезные вопросы, и тут же сразу вспоминаешь Кадаги про Чермена, понимаешь? И ты понимаешь, что поднимались серьезные вопросы. То есть, если ты про песни про Чермена, у тебя, наверное, в какой-то момент кость в горле станет, когда ты будешь есть. Особенно в тот момент, когда Чермен перешел в Ингушское ущелье и оттуда Не, на Кубань в попадал. те времена Не, были тоже не как бы, согласен. и в те времена были любовного характера, как бы лирического. Я думаю, во все времена Оно всё присутствовало. большинство песен исполнялось как раз-таки вот за застольем. Люди сидели на там каких-то застольях, праздниках, ели, пили, и в какой-то момент вот запевалась песня. Ну, видишь, я же поэтому употребил не слово ели, а употребил слово жрали. Понимаешь? Потому Ну. что, извините, ну, опять же, может быть, не прав, но современное остинское застолье это сплошное чревоугодие. В то время как слушаешь там истории дедушки, вот в селах какие застолья были, ну там было, знаешь, как перекусить, и дальше это была форма общения. Но это не было вот именно там принесли одно блюдо, все употребили, выпили, принесли. И те застолья длились дольше, потому что просто алкоголь не употребляли такими объемами. Сейчас так застолье длиться не может, люди просто в какой-то момент не смогут говорить. Ну, вопрос здесь все-таки опять же идет в том, какую позицию человек за столом занимает. Позицию слушателя или позицию соучастника. Это очень важный момент, потому что мне доводилось, не скажу много раз, но пару раз было вот в Чикале один раз я был на свадьбе, и старики сидели за столом. Ну да, они пили тоже, как бы я не следил, сколько они выпили. Они употребляли там, немножко, да. Но они были соучастниками, то есть они, если один старик запивал, то рядом сидящие подпевали. И вот он пел, они подпевали. Он заканчивал какой-то там куплет или мысль свою, запевал другой старик. И вот это действие продолжалось. То есть сегодня застолье превратилось в кучу слушателей. Вот мы сидим, кушаем, а сзади кто-то на синтезаторе должен что-то там вот нам нажимать и играть. И когда он закончит, тогда мы ему похлопаем. А должно быть по-другому. Мы должны быть сами себе как бы. Ну, здесь даже неупотребимо, мне кажется, слово артистами, потому что артистами они уже стали, когда на сцены стали выходить. А если мы сегодня будем культивировать именно вот это соучастие, когда человек пытается подпеть. Вот кто-то запел, и он пытается там, если он еще, например, у него плохо получается, рядом сидящего послушал, тоже пробует петь. А не так, вот он сидит, вот, много раз бывали случаи, мы за каким-то застольем сидим, и там 3-4 человека, там знакомые, которые, я знаю, мы поем вместе иногда. Вот мы запели четвером, ровно мы четвером поем, все остальные просто нас слушают. Вот у осетинской публики появилось вот это разграничение. Вот. Барьер. Я же артист, я слушаю, я петь не умею. И поэтому получается, вот рядом с тобой сидит какой-то артист, он тебе поет, а ты в конце максимум, что сделаешь, это похлопаешь. И вот вся вот беда остинской музыки выходит из этого. Потому что если бы народная музыка вернулась бы в народ, если бы за столом могли петь, то опять же, меньше бы, наверное, приглашали вот этих безвкусных музыкантов, да, которые
сидишь на свадьбе и по ушам долбит музыка. Вот последний, наверное, раз 20 я с осетинских свадеб уходил с огромной головой, как будто я только что побывал на концерте Металлики. И Ну ладно, уже не могу... на ни- концерте Металлики ты как раз таки со спокойной бы головой ушел. Не, я имею в виду по количеству децибелов, которые я только что получил, да. Хотя это, ну, это свадьба, я не могу пообщаться с кем-то. Если я даже хочу спеть, вот мы, да, бывали случаи, мы хотим спеть. Начинаем петь, и в этот момент начинает музыкант, потому что ему надо, у него расписание, ему заплатили за то, что он должен петь. Ну смотри, вот я к этому с самого начала и подвожу. Ты сказал, что есть очень жесткое разграничение между теми, кто производит контент и кто его потребляет, да? Да. То есть мы перестали быть соучастниками. Но я, например, при всем желании не смогу за тобой петь, потому что я не знаю этого контента. Я не знаю слов, я не знаю мелодии, да? И мне очень трудно к этому приобщиться. И вот вы профессионалы, вы именно профессионалы в музыке, да? Через вас, то есть если через вас эта музыка в народ не вернется, по факту она уже в народ не вернется. Ну, это дело, опять же, я не говорю, что вот если сейчас все начнут пытаться, то вот послезавтра у нас уже будет Не, всё ну я понял, хорошо. что это процесс. То же самое, да, 10 лет назад я не мог так петь за столом. Ну, я как бы учился в музыкальной школе, у меня даже была рок-группа на момент, когда я познакомился с Олегом и с Усланом Мауравом, у меня была рок-группа. Я был вообще далек от осетинской музыки, несмотря на то, что, да, в детстве там папа у меня играл на доволе, там, в школе, там, кстати говоря, я учился в первом Б, в первом А, ну, у нас вот так вот соседние кабинеты были, первый А, первый Б, первый В. И на перемене учительница первого А выводила свой класс, начинала играть симб на гармошке. И когда наша учительница, гречанка, слышала, что играет музыка, она нас выстраивала: парень, девочка, Это мальчик, какая девочка. школа, подожди? 40-я. Есть два слова, есть препод, а есть учитель. Вот эти две прекрасные женщины, это были учителями, да. И, ну, просто дай Бог вам здоровья, потому что такие маленькие моменты мы запоминаем, и через такие мы приобщаемся к культуре. Поэтому я Да, просто хотел это- сказать, чтобы долгих лет вам в жизни и больше продуктивной работы. Так, я сейчас тогда, как я понял, получается, что Олег, да, участвовал в том, чтобы приобщить тебя к национальной музыке. Олег учил меня играть на вашане, на хишем-фандере, он мне показывал азы первые. То есть на момент, когда я вообще попал из рок-музыки в национальную музыку, Олег уже в ней варился, Олег уже с Усланом Мауравым, он уже там реконструировал инструменты, он уже там... На момент, пока я просто правильную осетинскую гармонию пытался понять, то есть я учился в музыкальной школе, у меня там были тоника, субдоминанта, доминанта, все по классике. Когда я просто пытался понять, какая должна быть гармония, чтобы она была не общекавказская, а вот именно осетинская, именно наша. Олег в этот момент уже думал о звуке, там, какой должен быть звук у Дала Фандера. То есть, Олег, тогда к тебе вопрос. У нас госзаказ, нам надо еще 10 томов, понимаешь? Где эти люди? Есть вот такие молодые, которые приходят и интересуются? Ну, интересующихся очень много, просто где это практиковать, хотя у нас и клубы есть, да, и музыкальные заведения, школы музыкальные, где, казалось, якобы должны там коваться кадры. Но опять-таки, опять же, это все настолько так боязно, настолько так вот мелкими шагами, и все. Оно рано или поздно это будет, потому что это было, когда-то было. Если мы возьмем исторические, да, моменты, да, вот на юге там вообще был целый оркестр, и плюс еще... не, ну этот оркестр все-таки был материал в народе. Да. Они просто Не, собрали они брали, вот лучших. ну, понимаешь, да. А у нас сегодня нет А сейчас, материала. если мы сами не воспитаем, если мы вот будем, а как, если я еще... Не, ну пока не попробуешь, пока так не ты, сделаешь, так ты, оно не получается, ты сделается. одного человека из рок-музыканта смог приобщить к осетинской музыке. Это очень сложный процесс, я объясню почему. Рок-музыка на поверхности, она более привлекательна. У тебя всегда будет больше слушателей,
ты всегда чуть-чуть более хайповый, и выбор в сторону остинской музыки, он очень неоднозначен. Вот каким образом тебе удалось человека переговорить? Да все очень просто. Любая музыка, любое течение, истоки идут с фольклора, от народной музыки. Хорошо, тогда по-другому. Вот сейчас у тебя есть ребята, ну ты говоришь, что интересующихся много. Много. Да? Тогда у меня вопрос, в чем, на твой взгляд, проблема того, что я знаю там не 10 групп осетинских, да, традиционных, да, там, а есть 1-2, да, и вот так мало людей, кто делает осетинскую музыку, молодых, мы видим именно вот в паблик, вот что мешает, там, не знаю, может быть залов нету, может быть, вот что является вот... Мотивация. Не мотивация, что Двигатель. мешает вот производить больше таких людей, создавать, там, в головы им влазить и заставлять их там производить национальную музыку? Что вот, например, вам мешает? Во-первых, я могу сказать, да, помещение. Изначально, если да, ища помещение, сразу те или иные, которые говорят, вот вам бесплатно, либо что такое, потом, как обычно, на следующий третий день спрашивают, а что мы будем с этого иметь? Это раз, в помещении. Во-вторых, пропаганда очень такая скудная. Да, с какого время существовал ансамбль Кона, да, например, да, вот это аутентично. Почему ни один из государственных телеканалов наших, да, не заинтересовались и не записывали их, чтобы этим самым пропагандировать. Почему радио наши, да, которые вот слушаются, да, у нас, Алания, там, все наши, не записывают, и чтобы любой слушатель мог это слушать. Для обывателя все-таки это скучная музыка. Почему почему, когда мы берем, например, ирландский, да, кабардинский, этническую музыку, да, она вкусно сделана. Я вот согласен. И тут все её с Олегом. Вкусно сделано. Вот, я за Так это Кона говорю, тоже было вкусно сделано, ты сейчас меня обижаешь. Просто надо было записать. Ты мой на вкус студии, обижаешь. всё. Да. Нет, ну Кона это жанр определенный. Вот мы придерживались именно вот такого. Не, ну его записать надо было. Таких коллективов почему нет много, которые на основе аутентичной музыки. Вот Джерпеджеш, да? Вот Жербжеш или как правильно говорить? Джерпеджеш вроде. Джербжеш, да, а да. тоже. На основе фольклора они вот, ну, как бы Ну они же сами идут. на носители есть, они же как-то пропагандируются. Ну, откуда они появились? То есть это ребята, которые, вот там Тимур Кадзоков, Орет Булат, Рекордингс. да, это Ну, вот люди, видишь- которые вот сначала послушали музыку всего Кавказа, да, вот именно народную, они вот там, они не ездили в филармонию к нам, они кому-то в кухню ездили, Я понял, записывали, и ну, на основе этого материала у них вот уже родилось что-то свое. Опять же, проблема в том, что, понимаешь, в соседней Кабардино-Балкарии появился Булат Халилов и его друзья. Там появились эти люди, и они стали проводниками. Чем они занимаются? Они занимаются дистрибуцией этой музыки. Вот я бы никогда лезгинского Ашура бы не услышал, если бы я это То на же уроке. самое, да. От них это переходит сюда. Вот у нас этого здесь нету, понимаешь? Вот человек занимается вот национальным оркестром, да? То есть я, например, к своему стыду не могу сказать, что я много раз слышал национальный оркестр, а я бы хотел услышать. Вот где эти проводники, которые до меня, до простого зрителя, я не эксперт, я не хорошо донесут эту музыку, понимаешь? До тебя, вот тебе повезло познакомиться с Олегом, он до тебя донес. Но есть, представляешь, какое огромное количество ребят, которых в нужный момент кто-то не оказался рядом и не показывал свою музыку. Чтобы у них потом не было шока, как у меня в студенчестве. Вау, в смысле, нифига себе, в Осетии музыку делают такую прикольную, понимаешь? Ну, очень скептичное отношение к своему народу часто бывает из-за того, что ты слышишь вот эту аляпистую дичь вот в этих всяких, я не знаю, это не народные костюмы. Перестаньте делать розовые, в смысле, вот эти рюшечки одевать, это не народный костюм. Ну реально это выглядит как по-идиотски. Я не эксперт, опять же, но вот я как зритель говорю, ну оденьтесь в нормальный мужской костюм, что за розовые рубашки? Меня убивает это, понимаешь? Ну, розовая музыка в розовых рубашках, я не хочу этого слушать. Я хочу слушать национальный оркестр, я хочу слушать Кона. Где они? У вас бывают открытые репетиции, на которые может человек прийти и послушать, как это проходит? Ну бывают, да, открытые, как это, двери или как, бывают. Ну просто вот мне очень интересно, хотел бы прийти посмотреть на это. Без проблем. Я готов хоть выезжать и на видео это снимать, потому что я, кстати, вот сейчас... Оно нужно, конечно. Это нужно. И знаешь, в чем? У людей есть на этот запрос, Олег, я тебе говорю... Плюс еще одна беда у нас в плане инструментов, да?
То есть, чтобы привлечь ребенка, да, вот, например, да, чтобы он полюбил арбуз, надо ему дать качественный арбуз. Если ты ему гнилой кинешь, да, он скажет, фу, это я теперь больше никогда не поем. То же самое в наши инструменты. Когда ты ребенку даешь качественный инструмент, когда он и глаз радует, и плюс ты не напрягаешься, да, вот прям рука радуется сам. То, естественно, у него будет к этому инструменту тяга какая-то. Когда вот мы делаем как бы сувенирные инструменты, да, все красиво, все, ну там души нет или как бы не играет. И ты через это, ну ты любовь никак не можешь. Ну, это наоборот, это самоуспокоение. Вот у меня здесь есть Fender State, Да, он так нафиг не нужен. ты когда у нас возьмешь он его в руки, бывает, ты да. даже и отталкиваешься, лучше бы я его не взял. Он не строит, например. Или, От этого тоже очень много зависит. Ну, как я понимаю, вот смотрите, чем... Плюс оно должно доступно быть. Ведь понимаешь, если мы ее сейчас не внедрим в народ, ведь городские жители, они отличаются сельским очень, почему? Очень да, сильно если отличаются. может позволить себе городской там 6-7 тысяч, выкинуть там 10 тысяч, как бы, то у сельчанина каждый рубль на счету, потому что он ведет свое хозяйство. А большинство, как бы, вот эти самородки, они идут с периферии, нежели мне, холеному городскому, который я это все вижу, и мне как бы напрягаться не надо. Ну, давайте честно признаем, что осетинской культуры во Владикавказе практически нет. Ну, Владикавказ это не город с осетинской культурой. возвращаясь именно к музыке, к качественной, вкусной музыке, если мы ее не сделаем в городе, То ее не будет нигде. то Ну в да. селе ее не сделают. То есть именно вот этот жанр должен, вкусный жанр должен пойти отсюда туда, а не оттуда сюда. Но материал, вот этот первичный, мы можем Ну, брать вот, оттуда. конечно. Материал, потому что да, они материал именно должен. Вот, например, видели вы, наверное, в Инстаграме или, не знаю, в WhatsApp недавно в Гизеле, например, Шой Саушой, живые носители. Живые носители, вот там мужик с друзьями, там ребята молодые, пришли на Кахс. Это был живой материал, это была живая традиция, фольклор, живой фольклор. живой как он и фольклор. есть. И этот человек едва ли пойдет выступать в филармонию. Он вряд ли пойдет выступать в филармонию, но какой-то ребенок, который увидит это, до него это прям достучится, он прям пройдет, Потому проникнется. что уже там действие идет, да. Вот я тоже бываю, когда в Даргасе, да, и попадаю часто на праздники. Особенно вот Саузвар. Вот. И вот перед этим праздником, в воскресенье, вот Галракарнс. Мгм. Да, вот, ведут жертвенника, и после каждого дома останавливаются, и там повязываются ленты, мшайнок-то, и вот это все действие. И оно тоже сопровождается песней. Как она должна была быть, как она есть, пусть там с какими-то неточностями, но это само общее действие. И плюс там же и фашиват на фасову. И вот они пытаются, пусть не Влад, не Попад, но они настолько с этим энтузиазмом, если ты видел эти глаза, они соучастники вот этого какого-то действия, на самом деле там чувствуется праздник. Ну, именно такие вещи создают атмосферу праздника. А наша профессиональная стезя, этот фольклор, да, как бы причесать и оставить как-то одну из граней сделать этого бриллианта. Одну из граней, да, но не надо делать. Вот ошибка всех профессионалов и в музыке, и в хореографии. Делать из чего-то народного, делать только одно и только сценическое. Потому что, ну, возможно, в музыке это не так заметно, как в танцах. Хореографии, да, Да. чувствуется. Ну, музыка, как бы ты сыграл, Но да, оно там всё у другому, тебя. одно другое дополняет. Вот, например, возьмем Щим, да, хотя сейчас скажут, вот, Охотов, с каких пор хореограф, все такое. Нет, и дело в том, что человек-фольклорист, да, он должен знать все. Да, я От согласен. мелодии до танцевальных движений.
И, например, фольклорный наш ансамбль Кубада, да, тогда им руководитель был Сокпоев, да, Батырбеков. Фольклор там вот дышал, и он был виден в плане, да, вот эти шаги, вот эти размерные, вот эти, когда пары, они такие небольшие покачивания. Ну, очень интересно и красиво было. В нынешней хореографии оно полностью исчезло. Вот этот ход превратился в какой-то прямолинейный, да, там, когда мы просто выбрасываем ногу, да, там они были небольшие из стороны в сторону. Да, вот эти руки академические, когда там завышаешь, как чуть ли не это, хотя в народе, в быту там оно более были чуть скромнее, да, и оно показывало и статность, да, и ту же самую удаль, они были, как знаешь, меньше жеста, больше мимики, больше как-то Ну это вот ты говоришь за детали. А так Я оно имею в детали, виду- оно в обществе, оно потом, ты понимаешь, настолько нарезано, и оно Не, превращается... я знаешь, о чем говорю. Вот, например, ну да, вот там тот же танец хонга, да, когда на свадьбе, не на сцене, на свадьбе или на каком-нибудь корпоративе, парень, девушка. Я уже даже не говорю о приглашенных танцорах, которые вот выходят в формах, танцуют, да, это уже да. Это ты, опять же, на свадьбе, где ты должен быть соучастником всего, сам хлопать, ты превращаешься в зрителя. И вот непонятно, ты то ли на концерте, то ли ты на свадьбе. Ну, приглашенный. Второй момент. Очень много как бы у нас молодежи, я в том числе ходил на танцы, и ну, все умеют Я танцевать. ходил на танцы. Да. Но мне сейчас, я никогда не выйду танцевать. Я Почему? Момент. Вот, я сейчас к этому и приведу. Юноша, девушка танцуют на свадьбе так, как они танцевали бы на сцене. То есть они выходят, делают точки, они танцуют на зрителя, а зритель это кто? Это вот человек, который вилкой стукает вот в данный момент по тарелке. Они не танцуют друг с другом. Опять возвращаясь к адыгам, да, я был у друзей в Турции, у адыгов в Турции на свадьбе. Мы с Кона выступали с ансамблем Итукав, ансамбль Стамбульского университета кавказского танца. Там кавказцы этого университета создали свой ансамбль. И вот, например, в субботу мы выступаем на сцене, они все делают, у них есть точки, у них есть там сцена, зритель, там поклоны, все четко. На следующий день мы едем на автобусах куда-то в деревню, в Убыхскую. И там, когда начался кашт, они танцуют друг для друга. То есть я вот смотрю, вот они вот там хонга, вот кафа, да, они танцуют и не смотрят вообще вокруг ни на кого. Парень смотрит на девушку, девушка смотрит на парня. Там вот этих точек, поклонов в сторону зрителя, да, хотя, казалось бы, зритель кто? То есть, ну, вот этого не должно быть. Второй момент. Щимд, да, это, ну, как бы визитная карточка остинского народа вот в культурном плане, да. Почему сегодня не танцуют щимд? Потому что люди считают, что они не умеют. Хорошо, возьмем тогда армяне, когда начинается шалахо. Кто-нибудь из Армянии говорит, я не умею танцевать. Никто не говорит. Все выходят и танцуют. И это бывает естественное действие. Когда начинается клубняк, кто-нибудь говорит, знаешь, я не ходил в детстве на брейк-данс. Все выходят, все равно танцуют. Вот именно таким же должен быть и симд. Он должен быть массовый. Ты не умеешь, но ты просто элементарные какие-то движения знаешь. Мы должны образовать массовый огромный круг. Без каких-то схем. То есть сцена сегодня на народную вот культуру влияет пагубно. Потому что вот Ну, создается на свадьбах, барьер, да, психологический, когда ты... и на свадьбах даже люди, которые ходили на танцы, когда выходят на симд, они пытаются сделать такую схему, которую там Да, там организация сразу становится, ты вот так, сейчас здесь это, Да, давай, там как- шустрить начинаешь. какой-нибудь импровизация. Эрисиони или там Сухишвили месяцами репетируют, они пытаются это сделать вот на ходу. То есть сцена в головах людей, она влияет пагубно. Я насчет сцены с тобой согласен, но я сейчас скажу очень мракобесную вещь, ну я честно говорю. Может быть, в какой-то момент мне бы хотелось на остинской свадьбе станцевать в симд. Но видя ту пестроту одежды, те великолепные наряды, которые демонстрируют, ну, те вещи, ты понимаешь, ну, не, ребята, ну, вот в этом симд танцевать нельзя. Ну, убейте меня, я вот 30 раз меня мракобесом назовите.
но в костюме с глубоким декольте, да, с мини-юбкой или в кроссовках, ну блин, ну с ним нельзя танцевать. И даже когда кто-то пытается танцевать, мне неловко становится, ну как-то вот с этим. Я мракобес, наверное, я согласен. Я с тобой согласен, но я все-таки, если мы говорим о проблеме, то не из-за этого люди не танцуют. Но с другой стороны, вот ты говоришь, что в танцах есть барьер, да? Но при этом танец все-таки остинский, он все-таки присутствует в жизни. Почему нету барьера тогда в застолье? А вот застолье, музыки, там тоже тот же самый барьер, но музыки меньше, чем танца. Танца больше. Остинский танец, ты видишь его постоянно. Ну правильно ты говоришь, это дело не в костюме. Тут В каком и проблема, что... костюме выйти, ой, на фачой, или там все такое. Это да, сегодня, а почему тогда вы не на гужевом транспорте? Нет, ну смотри, я понимаю, что... Давайте тогда сделаем дресс-код к нашим всем свадьбам, пусть национальная одежда. Да, вот как вы, Ну это тема уже тоже. другого Да, разговора. да, всё-таки, да. Большую часть, да, сыграла, это, конечно, Великая Отечественная война. Великая Отечественная война в каком смысле? В том, что все вот это, оно перетрансформировало тот быт до войны, да, вот нынешний. Вот возьмем, например, Ксению Цхурбаеву, да, книгу, вот о сказителе. Если мы посмотрим список, да, ее вот, перечень, то в селе, да, в одном или другом, там где-то 4-5 сказителей точно было. Но со временем вот эта одна война турецкая тебе, да, убирает все это, вторая, третья, то есть с одной. Я не говорю, что только с нами это случилось там, но потом, видимо, в советской власти вот это все уравнилось, это все это как бы отстой. Кто-то более сильнее был, кто-то быстрее спохватился и начал это обратно возвращать, кто-то фыркал, как говорится, а у нас и так и в книгах это все написано, вот пыжутся пару-три, это все нормально. Это как на это, да, у нас сейчас кричат, Ирон Вжакшев. Я говорю, почему? С чего взяли? Если возле тебя по-остински не говорят, это не значит, что там в селе, там пойди в Ногир или там Елхотма, Ольгинское, в любое наше село. Просто город это такой у нас многонациональный, и у нас тут язык так идет. Но вымирает. То же самое, вот эти все моменты, да, где-то оно более развито. Но оно ушло, я считаю, с нашего обихода, вот это вот после вот военное время, да, когда уже людям и так суровые годы, там вот недосказителей было. Недосказителей, у кого семьи, там, понимаешь, горе какое оно идет. Но при том, при всем, у нас наши, вот Борис Галати, да, вот очень многие фольклористы, собиратели, они успели записать большой пласт, да, вот этих всех моментов. Но, однако, еще, знаешь, а наше время, Данхаш Мафировка, да, вот этим воспользовался, да, вот этой материала. И теперь уже в ногу со временем, да, вот, например, как это делается, да, пусть с нотками современности, но при этом оставить вот эту аутентичность, вот эту интересность. Плюс много надо бесед вести с молодежью, да, вот, например, если вы поем то же самое, у нас сейчас мода, да, вот, давайте споем это, да, Ортанын живот, это. Там многие даже и слова не понимают, что поют, но вот она вот заводит и все. И вот на таких как-то вот этих песнях, мелодий большую пропаганду и рассказ, что у нас еще помимо этого есть еще что-то такое. Ну это как крючок, через который человек может приобщиться к чему-то большему. А так вот, то есть вот этой волной сейчас и мне вот так кинуть эту информацию, я просто захлебнусь в этой волне. В довоенных записях реально поют лучше, чем после войны. Да, я вот согласен с Олегом. Но когда спрашивали сказителя Гаха Асланова, по-моему, вот Борис Алборов его записывал, и на момент, когда Борис Алборов обратился к Гаха Асланову с просьбой вот сыграть на Дуада Штанони, на тот момент Гаха Асланов уже около 20 лет уже не играл на Дуада Штанони. И на вопрос «почему?» он сказал «куша гнали». То есть уже тогда, в 20-х годах, уже было неинтересно. Потому что это революционно, там уже идейность меняется, и что-то там. Ну там были же комиссии специальные, да, которые по изменению обрядов горцев, да, когда приходили, говорили, что у вас, вот, дорогие осетины, к власти пришли коммунисты, ваши традиции неправильные, теперь мы будем делать комсомольские свадьбы. Да, вот. Я думаю, что в этих условиях
сказитель мог оказаться буржуазным националистом случайно. Ну, он пел опасные песни там. Ну, все в равных условиях. Мы вот все-таки, если ты приводишь в пример, да, там, соседей наших, у них то же самое было. Они не в другом государстве находились. в Я этот же момент, говорю, да. не... Просто вот фактор, как говорил Олег, фактор того, что кто-то начал заниматься этим раньше, он повлиял, потому что, например, вот аналог нашего ладенза у адыгов, да, он амель называется. На нем сейчас играет очень много молодежи. И даже вот не так давно, может быть, год назад, может быть, больше, в Майкопе у них проходил фестиваль исполнителей на амеле. И вот там на видео я смотрел где-то вот 25 стульев, и вот сидят молодые ребята, каждый со своим инструментом, и в середине зала один микрофон. И вот каждый из них выходил и что-то играл. Просто в микрофон, то есть Без сопровождения. без сопровождения. ничего. Первый момент, то есть Не было в их- конферансье, в который их выходил. головах нету вот этого момента, что вот это звучит скучно. Потому что звучит одна свирель и все. Нету аранжировки, нету каких-то вступлений, нет барабанов, нет кульминаций. Просто играют и все довольны. Это все получилось благодаря труду Замудина Гучева, который вот в свое время, он, по-моему, уже в 80-х годах, уже тогда начал восстанавливать вот эту адыгскую флейту. Можно я на камеру адыгов чуть-чуть похвалю? Я хочу сказать, что вот я в адыгах вижу какой-то безумный, вот именно массовый интерес к своей культуре. Ну вот в какой-то момент уже вот прямо вот, знаешь, фанатичный интерес к своей культуре. И мне это так безумно радует, потому что вот разговариваешь, и я там в нескольких чатах адыгских состою, смотрю, там они так обсуждают, вот эти вот обсуждения сословного деления, кто пши, кто ворки, понимаешь, по поводу музыки может идти разговор часами, да, и вот меня это удивляет. У нас может быть на академичном уровне, тоже на высоком уровне наши культурные произведения, музыка там и тексты, но в народе у них это сильнее развито. Ну, я вижу, что в народе к этому интерес есть сильнее, и меня это удивляет, потому что меня, например, мне не нравятся барабаны. Я не хочу слушать R&B, я хочу слушать национальную музыку. Национальная музыка, она тебя погружает в транс. Да, вот это даже хоровое пение, это же по факту своего рода транс. Когда ты погружаешься, у тебя воображение включается, ты начинаешь это все видеть. Я хочу долгие вступления на 19 минут, понимаешь? Но мы как-то так все трансформировали, что у нас... Ну, рано или поздно произойдет, как бы все равно уже есть, как бы волна пошла. Ну, может, будет остаточная волна. Не, ни в коем случае. Это мы так думаем, но на самом деле оно набирает только. Ну вот я хотел это услышать. Может, мне кажется, я тоже вижу, что набирает. Набирает. Но может, мне кажется. А я не готов ответить, не знаю. Мне кажется, что если даже набирает, то Медленно, я знаю. очень Ирон как-то медленно. Рагмарафаса, Фалакурафаса, Рагмарважавы. Ну, этим мы успокаиваем Да, себя. этим мы часто успокаиваемся. Это вот как да. русские говорят, А русский вот- медведь, если проснется, то всему миру конец настанет там, да. Ну, Ну, да. не знаю, в то же время я понимаю нашу меру ответственности, да, вот я должен работать над этим. Там, вот я начал писать книгу про Ладенс, например. Ну вот я ее начал 2 или 3 года назад писать, и вот до сих пор вот я ее не закончил. Вот спросите меня почему. Ну не знаю. Тому, вот как-то я получается. тебе даже отвечу, я тебе скажу, что может быть на данном этапе книгу не надо. У меня просто к вам просьба. К сожалению, настало то время, когда люди с трудом читают большое и серьезное. Это проблема. Очень трудно прочитать серьезный и сложный текст. Да? Читать о музыке сложно. Я думаю, что то есть ты должен быть очень увлеченным. Но, например, видео, там, где ты, Олег, или ты тому расскажете что-то о национальном инструменте, расскажете о музыке, о ее философии, я уверен, в Инстаграме кто-то посмотрит минуту, в Ютубе посмотрят час, но это уйдет в массы. Потому что сейчас мы живем в эпоху, Ну когда да, тебе не нужно в интернет. госрадио, телевидение, да? Мы можем прийти или в студию Крыльев,
везде сделаем подкаст без проблем. Ну, Можем делать- хоть на телефон Делать это снять. побольше этих, как сейчас модно, да, так, квартирники. То есть в неделю один раз какие-то тематические передачи, либо какое-то небольшое шоу в плане, чтобы и аудитория была. Лиха беда начала. Мы сами не можем пользоваться своим потенциалом. Осетинская музыка вот в новом формате, если должна развиться, то это должны быть вот что-то типа либо квартирников, либо выступления в клубе. Притом Вот ты как сам было. видел, как в России это проводится, да? Вот эти фольклорные форумы, вечера какие-то, что-то. Почему вот в Северной Осетии у нас не проводился фестиваль сказителей? А сейчас скажут, а у нас никого, а ты попробуй, может нет, кто-то да и дома сидит и играет, и дай бог. Я бы хотел на такой фестиваль попасть. Я бы хотел на фон-фестиваль У нас попасть. фестивали гармошек проводят, конкурсы, все такое. А почему именно национальный инструмент? Это не только, тем более мы знаем, что гармошка, она пришла конец 19 века. Ну, гармошка это не национальный инструмент, давайте Нет, честно. уже это Она национальный стала инструмент, национальной, да, она уже просто имеет момент, быть, потому что она уже и перевалила за когда 100 она лет. пришла оно и есть. как она используется народом. Да. Да, это сегодня Она национальный национальный инструмент. Почему Кона на гармошке не играл? Играл. Играли вы на гармошке? Да, Я всегда конечно. помню, что Нет, вы... мы играли, просто был период вот, в середине нашего творчества, когда мы просто решили дать слушателю возможность услышать осетинскую музыку без гармошки, потому что все-таки До приобретения, как говорится, привития гармоники на Кавказ. всегда у нас все сводилось к тому, что вот гармошка рано или поздно вступала где-то в середине там вот трека какого-то, а мы вот сами для себя, просто, наверное, сами себе в первую очередь хотели доказать, что без гармошки осетинская музыка очень крута. Я знаете, какую Ничуть мысль не хочу хуже. сказать? Надеюсь, все читали Шерлока Холмса? Нет. Нет? Ну вот там момент был, когда Ватсон просыпался от диких, это описывается да, как дикие скрипы от Игры Шерлока Холмса. на да? скрипке, да. И тогда Ватсон пришел, спросил, ну что ты делаешь? Он говорит, я издаю вот эти, он издавал длинные такие, ну, вот эти звуки, да, мне под них думается легко. Я Ходил в транс, да? Да, я долго не мог это понять. Потом вот уже в советском фильме они хорошо этот момент показали. Вот он же не скрипы издавал, он издавал длинные протяжные звуки, но которые тебя погружают во что-то. И теперь, когда ты слушаешь не трек, а когда ты слушаешь вот длинное произведение, да, ты должен как к нему приготовиться, ты должен спокойно сесть и вот погрузиться в мысли. И ну вот у тебя в какой-то момент реально в сознание уходит. И поэтому я бы не квартирники, я бы хотел видеть, знаете, как лекторий, в котором выходит человек, да, он сел и говорит, вот сейчас полчаса мы унесемся в далекие горы, да, просто сядьте, расслабьтесь и слушайте. Там, уберите смартфоны. А это невозможно сделать где-то в филармонии. Это вот опять к чему я говорил. Свободная либо, аудитория да, должна либо быть. квартирник, Потому либо что паб. филармония, она дает какой-то академический Давайте театр вот замутим музыкальную осетинскую лекцию, где вот будет такое, чтобы я вот сел на полчаса, убрал смартфон и меня увезли далеко в горы. Такое можно сделать? Я только за. Это мой любимый жанр вообще, потому что все-таки сцена ограничивает. Ты не можешь что-то играть, например, тот же какой-то кадаг на сцене дольше 3 минут. Ну, это, да, мне самому становится скучно даже играть, потому что ну, я не чувствую контакта со зрителем. Даже вот у нас бывали моменты, когда нас сажали слишком далеко от первых рядов, контакта уже не бывало никакого. Поэтому мы, когда делали какие-то концерты с ансамблем, мы старались сесть прям вот, чтобы мы даже так объясняли, чтобы чувствовать дыхание первого ряда. Потому что вот тогда происходит контакт, тогда, ну, с чем это можно сравнить? Вот да. ты когда-нибудь брал в руки там электрогитару, например? Нет, к сожалению. Ну, для многих, например, вот электрогитара, вот если кто-то играет, то ну, просто вот по ушам бьет. А если человек сам ее возьмет и начнет играть, то он не остановится. Вот он будет играть, пока кто-то его не остановит. Это примерно то же самое, когда ты
очень близко сидишь, вот когда рядом вот слушатели твои. Но это формат концерта, я имею в виду, как бы в быту должно быть все естественно, все должны быть рядом, рядом кто-то кашлянуть должен, подпеть, еще что-то, кто-то уйти за чаем должен. А вот на сцене мы всегда старались очень близко сесть к первым рядам, и тогда вот у нас уже получался этот контакт. Там можно было и 20 минут петь одно и то же, и всем нравилось. Я хочу вот на такую попасть. Я не хочу, знаешь, как выходит заслуженный там. Я не хочу заслуженного. Дай бог всем заслуженным счастья и здоровья. Я хочу, чтобы простые ребята, которые вот сейчас только учатся, они пришли и от души, и там люди пусть на пуфиках, не на стульях сядут рядом. Да, это именно тот формат, который должен немножко сломать вот эту систему, которая в головах. Вот. Ну, Олег, людей предоставишь, чтобы систему ломать? Они есть. Мы делаем Потому это? что очень, да, без Дай свою проблем. руку, да. Да, Господи Боже мой. Дай свою руку. Это давно надо делать. И чем раньше мы это начнем, тем раньше оно... Я думаю, вот этот эта подкаст волна, выйдет. Волна, она пойдет. И мы постараемся, не знаю, неделя, две, но мы это сделаем. Ну, я тогда думаю, на этой позитивной ноте мы и завершим наш подкаст. Я буду ждать от вас, во-первых, приглашений посетить Без проблем. национальное славы. От тебя буду ждать остро-социальной песни, тому я ее требую. Ну, что-то такое нам надо, понимаешь? ну нам хотя бы что-то на осетинском надо, что-то качественное. А уже, когда у нас будет материал хороший на осетинском, тогда ты уже можешь требовать, давай более остро-социальное что-то. Хотя бы те же застольные какие-то песни, если вкусно были бы у нас сделаны. Вот тогда да. Что от меня требуется, я буду стараться, там уже как посмотрим. Присутствие и соучастие. Да. Ты понимаешь, присутствие, оно не всегда дает, знаешь, как это, мафарш марбалов, это не значит, что вот физически ты вот стоишь и что. Если как бы единого духа и содействия не будет, это действие, оно будет не Пустым, таким да. эффектным, как хотелось бы. Дорогие зрители, наш подкаст это не что-то, здесь собрались там 3 человека, вы тоже включайтесь, пишите комментарии, может у вас есть какие-то мысли, хотите ли вы поучаствовать в том мероприятии, которое вот мы, наверное, постараемся организовать. Мы единый организм, мы не телевидение, мы YouTube, мы здесь спокойно с вами общаемся, вы спокойно можете видеть на улице, поздороваться, поговорить. Делитесь мыслями, подсказывайте. Может быть, у вас есть интересный материал на осетинском, скидывайте его прямо в комментарии. Мы это все читаем и, надеюсь, стараемся делать как-то более-менее интересно. Но не воюйте в комментариях, как обычно. Да, это... Не, ну дай людям волю. Как Все бы. мы люди, да? Да. Не забывайте, Надо что все повоевать. Обязательно будет человек, который напишет про бороды. Дай бог тебе здоровья. Вот, поэтому всего хорошего вам. мы люди. Ладно, к следующему я тоже выпущу, да? Будет прекрасно. Вот, ну, 3 бороды. такой подкаст получился. Всего хорошего.